Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года для весов. Рассмотрим сферу отношений, работы, финансов на Таро и совет на цыганском оракуле. Первая карта для весов, как главные события этой недели. Достанем карту. Выпадает карта Король мечей. Теперь две карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера, для тех, кто работает, для тех, кто ищет работу, для тех, у кого свое дело, и карта на финансы. Король мечей у нас выпадает в основные энергии недели, и карта говорит о том, что пришло время получать результаты своей деятельности. Может быть, придется еще выбирать средства для достижения своих целей, и на это нужно тоже обратить особое внимание, потому что здесь действительно можно ошибиться. Также карта говорит о том, что нужно обязательно доводить дела до конца, потому что вот по этой карте бывает так, что у нас меняется настроение. Допустим, у нас был один план, одна цель, и вот у нас вдруг меняется настрой, да, желание, и все, и мы уже не хотим этого достигать. Карта говорит о том, что нужно закончить начатое. Кроме того, это карта нашего влияния на окружающих, на близкий круг, на дальний круг. Эта карта также связана с приобретением уважения, да, среди людей. Также карта связана с властью. Может быть, будет человек на этой неделе, который поможет вам решить какие-то вопросы, если у вас такие возникнут, может быть, с бумагами, юридические какие-то вопросы, с государственными учреждениями, с властью и так далее. Также карта говорит о том, что могут приходить какие-то подарки, награды, выигрыши. Может быть очень удачная работа через интернет, могут приходить средства через связь, допустим, да, на карту, допустим, средства могут приходить. То есть действительно карта очень хорошая на эту неделю у весов. Очень много событий, которые будут радовать, будут удивлять. Такая неделя нестандартная и много неожиданных событий. Теперь для тех, кто в паре, выпадает карта Иерофант, и здесь действительно могут быть очень важные какие-то события, связанные с семьей, с обрядами, свадьбы, крестины, какие-то очень важные праздники, да, которые в традиции вашей семьи находится. Также здесь может быть общение со старшими членами вашей семьи. Карта говорит о том, что, возможно, нужно будет принять какое-то важное решение. И для этого желательно обратиться к тем людям из вашей семьи, которым вы больше всего доверяете, мнению которых вы доверяете, кого считаете мудрым, кого считаете человеком уважаемым. Также карта говорит о том, что, возможно, придется одному из партнеров попросить прощения. Может быть, действительно необходимость в этом будет, и от этого выбора, просить прощения или не просить, будут зависеть дальнейшие отношения. Также карта связана с законом. То есть могут какие-то быть важные мероприятия, связанные с подписанием каких-то документов, да, может быть обновление документов, замена, могут быть вопросы, связанные с регистрацией. В общем, что-то здесь такое важное происходит в вашей жизни, потому что старший аркан, да, это события, которые меняют вашу жизнь. Если это касается просто ваших отношений, когда вы пытаетесь их вывести на новый уровень, вести себя более мудро в отношениях, понимать друг друга, тоже вы можете на этой неделе договориться так, что вам впоследствии не придется больше возвращаться к этим вопросам, да, и у вас отношения выходят на новый уровень. То есть вы действительно расставляете все по местам.
и вам как-то легче становится в отношениях, да, то есть все происходит так, как, ну, как принято, допустим, да, вот в обществе, как принято обычно в семьях. Ну, там мужчина, допустим, глава, да, а женщина, она за мужчиной и так далее. То есть, ну, для кого это важно, вот будет это тоже проигрываться. А теперь для тех весов, которые ищут партнера, выпадает карта справедливость. Это как раз у нас партнерская карта. Карта весов – это как раз те энергии, которые отвечают за 7-й дом, дом партнерства. И здесь действительно вы можете встретиться с человеком, который вам по судьбе, который вам идеально подходит. Причем это карта старшего аркана. Для тех, кому это событие уже как бы определено по судьбе, эта встреча произойдет в любом случае, то есть это уже событие сформированное, да, то есть когда мы ничего особенного для этого не делаем, просто событие происходит и все. Здесь вот у нас, смотрите, кошка и собака, да, то есть вроде бы те живые существа, которые между собой не дружат, да, у которых вечно конфликт, а здесь они за счет того, что как-то вот уравновешивается все, да, они как бы спокойно тут сидят и друг друга не трогают. То есть действительно может подобраться человек, может быть, он не будет на вас похож, может быть, вы даже будете разные, но будете очень хорошо дополнять друг друга, и для совместного проживания, для партнерства, для брака это очень хороший человек, вам подходящий. И вообще вот эта карта говорит о том, что вы заслужили, в принципе, вот человека, который вам подходит. Также карта это у нас со справедливостью связана. Если вы действительно готовы, этот человек в вашу жизнь придет. Если нет, если еще как бы нет достаточного у вас, как сказать, вклада, да, вот именно в развитие себя для отношений. То есть здесь тоже нужно учиться, здесь тоже нужно понимать, что мы хотим, мы должны знать, как себя вести. То есть вот когда мы в себя уже вложились, когда мы точно знаем, как нам строить отношения, как нам жить в семье, как воспитывать детей, как брать на себя обязанности, ответственность. Вот если мы готовы к ответственности, то тогда человек приходит нужный. Работа. Для тех, кто имеет работу, кто работает по найму, выпадает карта 9 кубков. И она говорит о том, что у вас здесь, конечно, период такой, когда вы довольны тем, что происходит. Здесь может быть окончание какого-то проекта, и вот вы можете всем коллективом праздновать это, да, отмечать. Может быть, это время у вас для отпуска, да, для того, чтобы отдохнуть в стенах дома и совершенно не работать. Это также карта говорит о том, что вы можете действительно получить как бы исполнение какого-то вашего давнишнего желания. Может быть, это такое очень важное желание для вас сбывается на этой неделе. Вот что для вас важно, что вот трогает ваше сердце, вот то и может у вас сбыться. Кроме того, здесь у нас рабочая карта, да, то есть мы здесь смотрим работу, а выпадает карта чаш, когда мы чувствуем, когда мы любим, карта, которая отражает наше настроение. То есть здесь совершенно не о работе речь, да, то есть лучше отдохнуть на этой неделе. Если нет возможности, то нужно стараться все-таки делать всю работу с любовью, да, стараться настраивать себя, не принуждать ни в коем случае. И если, допустим, эта карта относится к тем, кто занимается искусством, кто занят творчеством, кто занят любимым делом, то для них очень удачная неделя. То есть это для них не значит отдых, это для них значит просто как бы успех в их любимом деле. Для тех, кто ищет работу, выпадает 6 мечей, а здесь реально идет как бы переход, да, из одного состояния в другое. То есть если у вас, допустим, не было работы долгое время, то вот
это неделя, когда вы меняете направление. Либо у вас находится работа, либо вы, допустим, искали одну работу, а теперь решили сосредоточиться совсем в другом направлении, да, может быть, подучиться чему-то, либо, может быть, решили переехать в другой город для того, чтобы поискать работу, либо, может быть, ищете просто работу в другом городе, да, то есть здесь вот действительно какие-то реальные перемены, причем вы можете действовать сразу в нескольких направлениях, да, то есть как бы параллельно можете искать работу в нескольких местах. И вот эта карта, она все-таки больше переходная. Здесь еще может быть результат и не получен. Может, конечно, и быть уже результат на этой неделе, а может быть и нет. Может быть, это будет просто неделя такая вот переходная. Но в любом случае это к лучшему изменение. Это хорошо, что вы готовы уже к тому, чтобы менять что-то в своей жизни, потому что вы действительно здесь выступаете как человек, хороший профессионал, человек, который способен брать на себя ответственность, и значит, соответственно, у вас должна быть работа, должность, может быть, даже город, даже место, где вы работаете, да, оно должно вам соответствовать. Для тех, кто имеет свое дело, восьмерка жезлов говорит о том, что вся неделя будет удачная, все дела будут как бы сами собой идти. Конечно же, вы сами уже настроили этот процесс, и поэтому кажется, что все само собой происходит. На самом деле, конечно же, это ваша заслуга. Это как результат, да, то есть сейчас действительно такой успех в деятельности, много клиентов, возможно, много источников дохода. Возможно, идет как бы слава о вас, как о человеке, к которому стоит обратиться, да, и очень много у вас как бы одновременно дел, то есть это очень хорошо. Кстати, вот здесь у нас птица изображена, и как бы сравнивается вот полет этого жезла с птицей, то есть очень быстро, значит, меняются ситуации, да, очень быстрые какие-то приходят известия к нам неожиданные. В общем, здесь действительно все кипит. Но карта очень удачная, карта успеха, карта продвижения, карта решения тех вопросов, которые не решались, там застаивались и так далее. И вообще восьмерка – это у нас карта последствий, то есть наконец-то то, что вы делали раньше, дает результаты. Также могут быть здесь замешаны какие-то большие деньги, большие люди, да, может быть, государственные какие-то учреждения и так далее. То есть, ну, здесь простор для деятельности у вас открывается. Давайте посмотрим финансы. Финансы для весов, карта Солнца. Но и в финансах тоже везет, в финансах какая-то прибыль может быть большая, тоже завершение какого-то проекта, ну и, естественно, денежки. Может быть, от какого-то значимого клиента большая сумма будет приходить, либо, может быть, вознаграждение, какая-то награда за какой-то проект, может быть, та сумма денег, на которую вы даже не рассчитывали, да, то есть это как вознаграждение, как подарок. А также могут тратиться денежки на детей, на семью, на развитие, на обучение. И это тоже очень хорошо, оно дальнейшему успеху будет служить. Также карта связана с обновлением. То есть если даже какой-то проект закончен, не нужно останавливаться, нужно начинать что-то новое, чтобы вот денежки, ну, как бы постоянно возобновлялись, да, чтобы был постоянный такой поток, движение денег должно быть. Кроме того, здесь вот карта о благотворительности говорит, то есть если кому-то нужно помочь, то вот желательно помочь деньгами. Это может быть и с семьей связано. В общем, здесь карта, которая говорит о том, что нужно себя реализовать полностью, свои таланты и способности для того, чтобы получать те суммы денег, которые вы хотите. То есть нет вашей реализации, то есть вы, если вы занимаетесь не своим делом, если вы себя не реализуете, не обучаетесь в нужном направлении, то вот здесь с финансами может быть проблема. То есть самое главное, главный ориентир – это наши способности и таланты. Теперь посмотрим совет для весов на неделю. Выпадает карта болезнь.
Карта говорит о том, ну, это же совет у нас, да, чтобы не заболеть. Посмотрите, здесь сколько у нас важных событий происходит. Значит, и отток энергии. Нужно обязательно энергию возобновлять. Нужно, сколько работаете, столько и отдыхайте. То есть нужно, чтобы баланс был в отдыхе. Нужно правильно питаться. Нужно давать себе возможность расслабиться, отключиться от дел. Может быть, если это касается отношений, то нужно побыть в одиночестве. Может быть, какое-то время для того, чтобы возобновились ваши силы, чтобы вы пришли в себя, смогли что-то оценить, о чем-то подумать. Вот карта говорит о том, что если мы не будем с уважением относиться к своей энергии, то действительно можем заболеть. Кроме того, карта болезнь может быть в переносном значении, то есть могут быть какие-то болезненные мысли, болезненные ситуации, люди, которые заставляют нас переживать. И чтобы вот этого не было, да, нужно как бы себя настраивать на позитив, нужно себя ограждать от тех, кто портит вам нервы, да, то есть не нужно допускать того, чтобы кто-то мог вас расстроить, заставить вас потерять энергию. То есть эта неделя, она вам нужна для великих дел, скажем так, да, и на мелочи энергию тратить не стоит. Иначе вы просто как бы рассредоточитесь, да, и фокус вот этот потеряете, не будет важных каких-то достижений, и сами вы себя не будете чувствовать удовлетворенными. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы вы прислушались к совету и сделали свою жизнь действительно вот такой счастливой, успешной, воспользовались всеми возможностями. Всего вам доброго, до новых встреч!